На повестке рабочего совещания с министрами и губернаторами регионов Дальнего Востока и Сибири обсуждены темы лесных пожаров и паводковой ситуации. Как отметил Михаил Мишустин, в этом году финансирование на помощь субъектов для тушения очагов возгорания выросло более чем в 2 раза – с 6 до 14,2 миллиардов рублей. И российских субъектов смогли ликвидировать очаги уже в первые же сутки. Вот конкретный результат. Ну и, соответственно, в 13 вообще не допустили их появления. И если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%, и пройденная огнем площадь уменьшилась практически в 2 раза. Но все же в некоторых регионах ситуация остается сложной. Глава Якутии Айсен Николаев предложил увеличить штат парашютно-десантной пожарной службы для привлечения на тушение возгораний на труднодоступных территориях, куда можно добраться только по воздуху. Именно на таких территориях в этом году действует большинство лесных пожаров. Также в ходе совещания была поднята еще одна насущная проблема. С этой ситуацией сталкивается не только Хабаровский край, на самом деле, и та же Саха-Якутия. Это как раз отсутствие топлива и возможности дозаправки воздушных судов. Сами понимаете, радиус подлета наших вертолетов – это 250 километров в одну сторону. Пускай это мы говорим про 500 километров, но ведь вертолету нужно обратно вернуться. А где там дозаправиться, да, чтобы… А у нас пожары возникали, которые нужно было обслуживать в том же Хабаровском крае, это за 1000 километров. Вот как раз этот острый вопрос, который необходимо решать, чтобы избежать той ситуации именно с труднодоступностью этих территорий на будущий год. Кроме того, Михаил Мишустин распорядился создать временную инфраструктуру для размещения работников авиационной охраны лесов на труднодоступных территориях. Также особое внимание уделили паводку в регионах. В текущем году пострадали населенные пункты в 9 субъектах Дальнего Востока, в том числе и Якутия. В 3-летнем бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей, по 5 миллиардов ежегодно. Они направляются на строительство и реконструкцию 32 защитных гидротехнических сооружений. Большая часть, 23 объекта, должны появиться в дальневосточных субъектах. И их протяженность достигнет практически 170 километров. Айсен Николаев отметил необходимость строительства гидросооружений в республике. В частности, в селе Графский берег Намского улуса и в городе Верхоянске Верхоянского района. При наличии федерального финансирования и включении в госпрограммы они могут быть реализованы в 2023 году. В борьбе с стихией главное, если это возможно, конечно, действовать на опережение. Поэтому на защиту граждан от наводнений правительство выделяет существенные ресурсы. Заслушав предложение участников совещания, Михаил Мишустин поручил Министерству природы совместно с Министерством финансов и властям дальневосточных субъектов определить приоритетность строительства дамб. Светлана Амосова, Власий Сергеев, Григорий Хлопков, Якутск.